Первая в Татарстане трехуровневая развязка и 11 километров трассы без светофоров. Колоссальный труд, да. Мы работали с 6 утра до 6 вечера. Сразу 3 дорожных объекта открыли в Татарстане. Это даже мечтать мы не могли. Преимущество новых трасс одним из первых оценил Рамиль Галиуллин. Знают предков до 10-го колена. Мама является моему папе пятироюродной тетей. Почему составление своих родословных привлекает все больше татарстанцев? Дети и взрослые все должны понимать, откуда они родом. С теми, кто детально знает историю своей семьи, на награждении победителей конкурса родословных познакомился Рамиль Шайдуллин. В Казани воссоздали русское полотенце 19 века. Мы стремились повторить сам оригинал. Впервые в столице представили 45 старинных русских полотенец. Показываем историю семьи. Историю русской семьи через историю полотенца. Какой смысл в себе несут вышитые узоры, узнала Алена Струминская. Это лишь часть того, о чем мы сейчас расскажем. Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Лина Изнатуллина. Сегодня в Татарстане день больших дорожных открытий. Старт движения дали сразу на 3 крупных магистралях: обновленном Горьковском шоссе, трассе в Новом Зеленодольске и реконструированном участке М7 около Иннополиса. Участие в церемонии приняли Рустам Минниханов, заместитель премьер-министра России Марат Хуснуллин, глава Минтранса страны Роман Старовойт. В Татарстане еще никогда не было такого объема строительства дорог. Только регионального значения построили и отремонтировали больше 370 километров. Больше половины дорог приведены в нормативное состояние. Преимущество новых трасс оценил Рамиль Галиуллин. Движение открыть разрешаю. В Новый год по новым дорогам поехали. По традиции, колонна большегрузов первой проходит по новой дороге. Старт движению сразу на 3 участках дал вице-премьер страны Марат Хуснуллин. Он сегодня на связи с Татарстаном в режиме онлайн. Параллельно с Горьковским шоссе КАМАЗы проехали по микрорайону Большой Зеленодольск и обновленному участку трассы М7 около Иннополиса. Надеемся, что в ближайшее время будет открыт еще целый ряд дорог федерального значения. Это и Шали-Бавлы, связь между дорогой М7, М5 Урал. Это и обход набережных Челнов, и дальнейшая связь с Уфой и Екатеринбурга. Сегодняшние 3 объекта, они все являются в рамках казанской агломерации. Татарстан, Казань являются лидерами по вводу жилья, в том числе и благодаря тому, что строятся вот такие дороги, что создает удобство для наших граждан. Горьковское шоссе – один из самых масштабных дорожных проектов Казани за последние годы. Трасса затрагивает интересы порядка 140 тысяч человек, жителей Кировского района, Салават-Купре, поселков Залесный и Юдина. В истории Татарстана вот такой объем, такие решения никогда не были. И, конечно же, благодаря вот такой серьезной федеральной программе поддержки руководства страны мы реализуем стратегические проекты. Реконструкцию Горьковского шоссе давно ждали все казанские автомобилисты. Протяженность обновленного участка больше 11 километров. На всем пути нет ни одного светофора и перекрестка. Другими словами, все для удобства водителей. Дорога стала комфортнее и безопаснее. Причем не только для водителей, но и пешеходов. 3 надземных пешеходных перехода, 5 подземных пешеходных переходов. Позаботились о пешеходах для того, чтобы как можно меньше было касаний, так называемых, с трассой с точки зрения безопасности пешеходов. Трассу расширили до 6 полос, по 3 в каждую сторону, местами и до 4. Вдобавок на всем пути появились сразу несколько разворотных петель. Вишенка на торте. Первая в Татарстане трехуровневая развязка. Стоимость работ превысила 27 миллиардов рублей. Обновляли важнейшую артерию города 2 года. Ежедневно на объекте работали около 200 человек. Особенно тяжелые были участки, где развязки, колоссальный труд, да. Мы работали с 6 утра до 6 вечера. Шоссе построено в середине 70-х. В последний раз его расширяли перед тысячелетием Казани. После реконструкции пропускная способность увеличилась вдвое, до 11 тысяч машин в час. Я из города часто выезжаю, мне удобно. Трафик улучшился намного. Переходы лучше сейчас стали. Раньше были узкие какие-то, слишком были крутые, а сейчас они широкие, пологие. Сейчас удобнее стало намного.
Еще один важный проект. Транспортное сообщение между Казанью и Зеленодольском улучшит эта новая трасса. 4-полосная магистраль проходит через Осиново. Рустам Минниханов благодарит каждого, кто приложил руку к созданию дороги. Я дорожник в 3-м поколении. У меня папа, он живет на Щурячем. И сейчас каждый раз едет и просил, Алексура, спасибо, сказал вам. Жить стало легче. Они ездить на дачу могут, возвращаться. Представляете, такое счастье для людей, для пенсионеров. По словам дорожников, новая трасса в Зеленодольском районе обеспечит комплексное развитие территорий. Тот пример, когда инфраструктура опережает жилищное строительство, коммерческое строительство, и мы можем в комфортных условиях абсолютно создавать новые территории, которые позволят расширить возможности и города Казани, и Зеленодольского района. Осмотрел Рустам Минниханов и обновленный участок трассы М7 около Иннополиса. Как подчеркнули на открытии, после реконструкции появляется надежная транспортная сеть, которая способствует росту промышленного и сельскохозяйственного потенциала республики. Такая командная работа с командой Рустама Нургалиевича республики позволяет нам продвигать республику. И, конечно, это не только жилищное строительство, это действительно раскрывается логистический потенциал Республики Татарстан. Вот эта развязка, в которой мы сейчас находимся, она соединила город Иннополис и соединила, так мы будем говорить, Казанскую агломерацию. В планах, чтобы мы дальше могли еще развивать, будем говорить, Ульяновское направление, Поддельское М12, который надо тоже сделать 4-полосным. Поэтому задача стоит такая большая перед нами. В этом году в Татарстане отремонтировали и построили больше 370 километров региональных трасс. Введен 21 мост. За последние 5 лет, благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», в нормативное состояние привели почти 1500 километров магистралей. Рамиль Галиуллин, Алмаз Заидинов, ТНВ, Казань. В эти минуты в Казани начинается снег с дождем. Во власти непогоды в первой половине дня были Закамье и юго-восток республики. К 9 вечера обильные осадки ожидаются и в столице. Таковы данные онлайн-карт погоды. Прогнозируют черную метель. Это природное явление, когда из-за сильной бури крупные хлопья снега движутся практически параллельно земле. При такой погоде видимость существенно ухудшается. Местами порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. На дорогах гололедица, снежные заносы и накаты. И в продолжение темы на федеральной дороге Казань-Буинск-Ульяновск ввели временное ограничение движения для маршрутных такси и грузовиков. Здесь ухудшилась погода, сильный боковой ветер, низовая метель и плохая видимость. Ограничение действует с 17:30 до наступления благоприятных погодных условий. Водители просят воздержаться от дальних поездок. В Казани возбудили уголовное дело за осквернение символов воинской славы России. Накануне полицейские задержали 16-летнего подростка, который потушил вечный огонь в Парке Победы. Его доставили в отдел полиции, туда же пригласили родителей. Он объяснил, что просто кинул снег в огонь, после чего тот потух. Как сообщают, семья благополучная, а юноша на учете не состоит. Напомним, в начале ноября в Парке Горького в Казани подростки также пытались потушить вечный огонь. Неравнодушные прохожие сообщили об инциденте в полицию. По данной статье грозит лишение свободы до 3 лет. 16-летний подросток потушил вечный огонь и бросил с него комок снега. По данному факту следователям возбуждено уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России». Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В России остановили продажу на маркетплейсах так называемых аромаингаляторов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила Интерфаксу, у продавцов не оказалось документов о безопасности этих веществ, да и имеющиеся бумаги оказались поддельными. Напомним, популярность этих средств среди подростков возросла в последнее время. Как сообщает Роспотребнадзор, они могут быть опасными для здоровья, особенно для детей, беременных женщин и людей с аллергией. Ведомство запустило всероссийскую горячую линию для тех, кто обнаружил или столкнулся с фактами реализации так называемых аромаингаляторов для носа. Рассмотрение законопроекта о муниципальной реформе Госдума перенесла на следующий год. Такое решение приняли члены Совета парламента России. Как отметил председатель Вячеслав Володин, все сошлись во мнении, что законопроект требует дополнительного изучения и проработки с учетом поступивших замечаний и предложений. Напомним, законопроект о публичной власти был внесен в Госдуму в 2021 году Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишесом. Документ, в частности, предполагает упразднение поселенческого уровня местной власти. Раиса и Госсовет
Госсовет Татарстана высказали пожелание дать регионам право самим определять свою систему управления. Как сообщили в Госдуме, ко второму чтению поступило 940 поправок, 332 на принятие, 395 на отклонение. В России завершилось голосование за изображение на 1000-й банкноте. Его выиграл скоростной пассажирский теплоход «Метеор». У него 147 тысяч голосов. Для Татарстана это судно родное. Капитаном первого построенного на Зеленодольском судостроительном заводе «Метеора» был герой Советского Союза Михаил Завитаев. Один из новых «Метеоров» в 2023 году получил имя героя. На втором месте, по данным Центробанка, Казанский дворец земледельцев, за него отдали голос 131 тысяча человек. Сейчас в работу включаются художники Банка России и Госзнака, которые будут дорабатывать дизайн купюры. Татарстан вошел в топ регионов с самыми низкими ценами на салат оливье. Где самый дорогой новогодний салат, читайте в интернет-газете «Реальное время». Сегодня в России День Конституции. Главный документ страны был принят всенародным голосованием 31 год назад, в декабре 1993-го. В нем закреплены принципы многонационального единства, широкие социальные гарантии, соблюдения прав и интересов граждан. Указом президента России этот день объявлен государственным праздником. Сегодня Рустам Минниханов на своей странице в соцсетях выложил поздравительную открытку и написал «С Днем Конституции Российской Федерации». Фасад Такбарс-арены весь день украшает праздничная надпись. С Днем Конституции России жителей республики поздравил председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин. Татарстан – один из наиболее сильных и динамично развивающихся регионов. Активной гражданской позицией и созидательным трудом татарстанцы неизменно подтверждают свою приверженность фундаментальным ценностям основного закона страны. Поддерживая мир и согласие в нашем общем доме, мы сможем совместными усилиями преодолеть любые трудности на пути к социальной стабильности и достижению национальных целей развития, говорится в поздравлении Фарида Мухаммедшина. В Госсовете сегодня состоялось торжественное вручение паспортов. Проведение мероприятия в День Конституции стало традиционным. Главный документ из рук спикера парламента Фарида Мухаммедшина получили 23 школьника. Это активисты, призеры всероссийских и республиканских олимпиад, победители спортивных соревнований. Сегодня ребятам вручили паспорта, благодарственные письма и Конституцию. С этого дня в вашей жизни начинается новый важный период. В Татарстане есть все для успешной учебы, личностного роста, реализации своих талантов, отметил Фарид Мухаммедшин. Дорогие друзья, качественно вкусно скажу, постарайтесь прожить жизнь достойно, с пользой не только для себя, но и для общества, для нашей любимой страны. Где бы вы ни жили, всегда с честью несите звание гражданина России. Искренне любите и берегите свое отечество, приумножайте его славу и благополучие. В Госсовет приехали ребята из разных районов республики вместе с родителями. Для них провели большую экскурсию, рассказали об истории Татарстана и познакомили с работой парламентариев. Для меня это было впервые такой ответственный день. Я пропустила школу, вручили паспорт, и я очень рада, сегодня такой знаменательный для меня день. Думаю, что до такого никогда не дойду, так как детство казалось очень долгим. Я теперь чувствую себя уже взрослым. Детство закончилось. Думаю, наверное, политиком стать. Я сегодня принесла портрет Фарида Мухаммедшина. Он был очень рад увидеть его. В Казанском метро продолжается внедрение проезда с использованием биометрических данных. Пассажиры платят не деньгами и картой, а простым взглядом. Такие возможности дает оплата по биометрии. Никаких наличных, карт и даже телефонов. Теперь оплатить проезд в Казанском метро можно новым инновационным способом. Достаточно взглянуть в камеру на турникете, и платеж прошел. А до конца года это еще и выгодно. После оплаты вернется 15 рублей обратно на счет. Я езжу каждый день. Это очень удобно. Подошел, оплатил. Раньше я не думал, что вообще можно будет оплачивать, подойдя просто к экрану и пройти через терминал. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно сделать несколько простых шагов. Сначала зарегистрироваться через приложение госуслуги «Биометрия», затем привязать способ оплаты к сервису СБПэй. Важно, чтобы получить кэшбэк 15 рублей, предварительно нужно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте вампривет.ру. Там же узнать все подробности об акции. Удобно, не нужно доставать ничего. И скорость, в принципе,
приемлемую. Система продолжает набирать популярность среди казанцев. По словам представителей метрополитена, активно ей пользуются студенты. В основном пользуются студенты, так как они ближе всего к высоким технологиям. Ну и плюс кэшбэк в 15 рублей все-таки для них это ощутимо. Процесс оплаты занимает всего пару секунд. Камера считывает пассажира, списывает полную стоимость поездки, а кэшбэк поступает на счет в течение минуты. Сегодня такими терминалами оборудованы все станции Казанского метрополитена. Операция пройдет всего за несколько секунд, и 15 рублей автоматически вернется к вам на банковский счет. Пока таким способом оплаты с кэшбэком могут воспользоваться клиенты нескольких банков, но их число будет постоянно увеличиваться. Акция с кэшбэком будет действовать до конца года. Организаторы уверены, биометрическая оплата – это будущее, которое в Казани уже наступило. Рамиль Шайдуллин, Игроман, ТНВ, Казань. Интерес татарстанцев к изучению истории своих семей растет. Подъем начался с момента, когда в Госархиве начали оцифровку документов. Искать нужную информацию стало легче. Татарстанцы, занимающиеся генеалогическим поиском, теперь могут найти данные о своих предках вплоть до 15-го колена. Вскоре на помощь людям придет и искусственный интеллект. Репортаж Рамиль Шайдуллина. Это родословная единственная в своем роде. Потомственный химик Разия Казакова оформила ее в виде книги. На страницах 6 поколений ее семьи. Каждый работал на химическом производстве. Общий стаж 865 лет. Я горжусь тем, что я это делаю для своих внуков. Здесь представлены, наверное, лучшие генеалогические древа республики. Это победители разных лет конкурса «Моя родословная». Древа разные, большие и маленькие. Кто-то изучил историю своей семьи до 5-го колена, а кто-то и до 15-го. Семья Галиевых свою родословную восстановила до 12-го поколения и оформила ее в виде миниатюрной деревни. В каждом доме представитель их рода. А вот мельница, там работал прадед, а вот двухэтажный магазин. Такой же был у прапрадеда. Мои предки многие владели разными магазинами, выращивали хлеб, работали. Не менее богата и история этой семьи. У них была легенда, что мама и папа Венеры Хисамовой кровные родственники. Тогда дочь решила изучить родословную с нуля. Получилось найти 10 поколений предков. Было лишь известно, что бабушка со стороны моего папы и дедушка со стороны моей мамы из одной деревни Акбулатова, Чистопольского района. И когда исследовала эту деревню, оказалось, что действительно у них есть два общих предка. Это вот тот Ишмухамед Бекиняула, который родился в 1798 году, и Халил Габбасула. И получается, что мама является моему папе пятероюродной тетей. В этом году в конкурсе «Моя родословная» приняли участие 157 семейных династий. Они представили семейное древо, проектно-исследовательские работы на основе архивов, научные отчеты. Все для того, чтобы родословная была точной. Победители определили в 5 номинациях. Самому старшему участнику 82, самому младшему всего 6 лет. Все дети и взрослые, все должны понимать, откуда они родом, кто их бабушки, дедушки, как их защищали во время Великой Отечественной войны, как во время революции они добивались свободы, равенства и братства. И жить вместе, несмотря ни на то, кто бы какое вероисповедание не был, кто бы какой национальности не был. Истоки-то у нас одни. Я думаю, каждый человек должен знать хотя бы 7 своих дедов. И я очень рад, что вот собрал своих 9 дедов и вот такой большой огромный материал. Как отмечает в Госкомитете по архивному делу, интерес татарстанцев к истории своей семьи растет с каждым годом. Только в 2024-м с таким запросом обратились более 2000 человек. Сегодня есть новые возможности для изучения своего рода. Так, в комитете разработали платформу, благодаря которой получать свою родословную можно будет буквально по одному клику. Для этого данные со всех городов и деревень республики собирают и вносят в базу искусственного интеллекта. Создаваемые им родословные станут реальностью уже через 3 года. Рамиль Шайдуллин, Владимир Гурьян, ТНВ, Казань. В селе Маскара Кукмарского района на минарет древней мечети установили полумесяц. Ее реконструировали по программе сохранения исторических объектов. Она была построена более 300 лет назад. Это одна из первых каменных мечетей в республике. В начале прошлого столетия была закрыта. Здание использовали как зернохранилище и сельский клуб. Масштабная реставрация началась 2 года назад.
На ремонт собрали 12 миллионов рублей. Мы спасли нашу мечеть. Это не только религиозный объект. Здесь был просветительский центр. Здесь учились предки Марджани, Каюма Насыри. Мечеть построена купцом Габдулой Утямышевым. Сейчас является объектом культурного наследия регионального значения. Она считается уникальным памятником татарской архитектуры, который сохранил историческую ценность до наших дней. Сегодня Госкомитет по охране объектов культурного наследия презентовал ход восстановительных работ, провели противоаварийные мероприятия. Интерес к истории мечети проявляют туристы. В будущем ее хотят включить в туристический маршрут. Мы следующий год однозначно объект открываем. Сейчас дату прорабатываем. Скорее всего, это какое-то теплое время года будет. Сейчас прям конкретную дату не скажу. Но я надеюсь, в мае-июне мы завершим и торжественно. 45 старинных русских полотенец воссоздали мастерицы Татарстана. Сегодня их впервые представили на этнографической выставке. Основывались на исследовании культурологов и ученых. Экспедиции проводили на протяжении нескольких десятилетий. Какую роль полотенца играли в жизни русских крестьян и какой смысл несут в себе вышитые узоры, расскажет Алена Струминская. Первая моя вышивка в полотенцах. Нехитра моя работа, подарить была охота. Полотенца у русских крестьян предназначались для важных событий. Это как подарок жениху во время смотрин. В Поволжье русская девушка ткала до 50 полотенец, прежде чем выйти замуж. Анна Стычева вышивкой и вязанием занимается несколько десятков лет. Я считаю, что сохранять русскую культуру, русские традиции – это очень важно, это необходимо в наше время. И после того, когда я уже сделала несколько полотенец, пришло огромное желание сделать 2 полотенца для своих сыновей, которые я подарю во время свадьбы, которые будут передаваться по наследству. На выставке 45 воссозданных старинных полотенец, которые были в быту русских крестьян Казанского Поволжья. Сведения о них собирали ученые, культурологи и исследователи в этнографических экспедициях на протяжении 50 лет. В экспозицию вошли реплики и подлинные полотенца из 24 районов Татарстана. Над ними работали 30 мастериц. Полотенце играло очень важную обрядовую роль и сопровождало человека на всех этапах, от рождения до смерти. Еще очень много удалось выявить, воссоздать и визуализировать благодаря проекту «Русские коллекции» в музеях Татарстана, в котором мы посмотрели, а что же хранится в фондах нашего музея. Полотенце могло служить как украшением праздничного стола, его стелили на стол для более праздничного убранства. Также могли вешать в красный угол для украшения икон. Этнографы говорят, полотенце – знаковый предмет для русской культуры. Ими украшали дом, развешивали на божнице полки с иконами, встречали ребенка и провожали усопших. Вере Масловой 19 год назад девушка начала интересоваться традиционной техникой, вышивкой крестом. Воссоздала полотенце для праздничного убранства дома. У меня на полотенце первым рядом ягодки, затем цветочки и геометрические фигуры из болгарского креста. Непосредственно он был взят из этнографических полотенец, и, собственно говоря, мы стремились повторить сам оригинал. Полотенца выполнены в разнообразных техниках. Бранное ткачество, вышивка крестом, коклюшечная. Елена Семенова работала в технике вязаного кружева, опиралась на подлинные образцы полотенца 19 и 20 веков. Вот кайма, которую я связала. Самое сложное здесь было вот этот паучок-узор называется. Вот я сделала 4 комплекта каймы для полотенца. Картинки я составила схему, связала. А 3 я по образцам, я сама схему составила и связала. Выставка проходит в культурном центре имени Пушкина. Продлится до 1 марта. Алена Струминская, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. На следующей неделе в Татарстане пройдет первый фестиваль самозанятых. Его организуют по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». 18 декабря в IT-парке имени Башира Рамеева состоится первый самозанятый фест. Такую встречу при поддержке Министерства экономики Татарстана организовал Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства республики.
В преддверии Нового года мы всегда проводили ярмарки для самозанятых, которые понятны, которые любимы нашими самозанятыми. Но в этом году формат мы немножечко меняем, добавляем немного такого образовательного, полезного контента. В этот раз на фестиваль мы пригласили эксперта по ювелирному мастерству, который расскажет, как делать правильно украшения, как продвигать эти украшения, что немаловажно сегодня. И пригласили Дениса Карташова, это известный визажист, который поделится секретами техник макияжа. Фестиваль будет идти с утра до вечера. Участники смогут презентовать свою продукцию и пообщаться с коллегами в неформальной обстановке. Также в программе выступления группы «Комната культуры» и детский новогодний спектакль «Умка». Для самозанятых участие бесплатное. Для этого нужно оформить заявку на сайте фестиваля. Для развития футбола в Татарстане созданы одни из лучших условий в стране. Возможности сегодня обсудили на конференции Республиканской Федерации по футболу. Татарстан взял курс на строительство крытых манежей в городах и районах. Сейчас их 33. Самым популярным видом спорта у нас занимаются более 60 тысяч человек. Почти каждый шестой воспитанник спортшкол. Наши футболисты пополняют ряды профессиональных клубов. Их в республике 5. Флагман «Рубин» после возвращения в элиту российского футбола закрепился в середине турнирной таблицы. Здесь созданы все условия, прекрасная инфраструктура, футболисты растут, профессиональный уровень растет, они переходят в профессиональный футбол. Достаточно много выпускников наших академий, школ, скажем, в Рубине, это тот же Рожков, тот же Васильев, Моторин, которые привлекаются. В командах КамАЗ и Нефтехимик где-то по 3, 4, 5 тоже воспитанников местных школ. То есть подпорка от нашего республиканского футбола, футболу профессиональному, она есть. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Амирханом Калимуллиным. До встречи в 21:30. Говорят, под Новый год случаются чудеса. Волшебные скидки в жилом комплексе «Алтын-Яр» до 700 тысяч рублей. «Алтын-Яр» – счастье быть дома. Звоните 216 68 68. Ну и как мне все это перевести? Есть решение. Своя машина. Удобно, выгодно, всегда под рукой. А как же... Страхование жизни и каска на твое усмотрение. Оформи в Энергобанке автокредит на выгодных условиях. Флориаль – центр цветочной моды, царство изысканности и красоты. Свежие цветы, стильные букеты и композиции с учетом последних трендов флористической моды. Подарите цветы и с ними ощущение счастья от Флориаль. Мы уже 8-й раз в Фармленд за лекарствами приходим, мы столько не болеем. Тихо ты, не видишь, какие подарки за покупки? Во всех аптеках Фармленд вас ждут новогодние подарки за покупки. Не расслабляйся, завтра еще придем. Кабы не было зимы, тогда бы на каникулах не встретились мы. А мы точно встретимся в детских оздоровительных лагерях компании «Татнефть». Со 2 по 8 января солнечный, чайка, факел и юбилейный. Профильные программы, мастер-классы, спорт, бассейн, зимние забавы и яркое праздничное настроение. Окружаем заботой беззаботное детство. Пусть сердце замирает только от счастья. В гемотест анализы для проверки сердечно-сосудистой системы от 290 рублей. Качественный оцинкованный забор из 3D-сетки с полимерным покрытием прослужит не менее 30 лет. ДАИС – комплексное решение для любых объектов и отраслей. Республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан» приглашает на кастинг девушек от 14 до 23 лет. Кастинг состоится 15 декабря в торговом центре «Мега». Регистрация по телефону 29 010 29 для аудитории 12+. Современные методы трансплантации волос в элит-клинике. Без боли и шрамов, быстрое восстановление, индивидуальный подход. Доверьте свои волосы профессионалам. На лишние траты тебя мы не подначиваем. Телекарта говорит: смотри, не переплачивай. В новогодней суете так ценно, чтобы нам напомнили о важных делах. Слушайте, а это действительно удобно. Точно. Пойду оплачу. С наступающим. Татэнергосбыт. Мы рады напомнить вам о важных делах.
Здравствуйте! В студии Амирхан Климулин. В Татарстане в предстоящие сутки сохранится циклонический характер погоды. Сейчас подробнее. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Арске, Балтасях и Зеленодольске будет облачно. Пройдет снег. Температура днем 4-5, ночью 10 градусов мороза. В Буинске, Кайвице и Дрожжином пасмурно. Снег. Температура днем от 4 до 5, ночью от 9 до 10 градусов ниже нуля. В Чистополе, Черемшане и Нурлатах облачно. Снег. Температура днем 3-4, ночью 8-9 градусов мороза. В Нижнекамске, Актаныше и Сарманово будет облачно. Пройдет снег. Температура днем 2-4, ночью 9-10 градусов со знаком минус. В Альметьевске, Бавлах и Лениногорске облачно. Ожидается снег. Температура от 2 до 5 днем и от 8 до 9 ночью. В туристических городах республики тоже похолодает. В Свияжске минус 4 градуса днем и минус 9 градусов ночью. Будет облачно, пройдет снег. В Болгарах пасмурно. Снег. Температура днем минус 4, ночью минус 9 градусов. В Елабуге облачно, ожидается снег. Днем 4, ночью 9 мороза. Петерсон заботится о здоровом сне и предлагает товары матрасы, дивана, кровати. Делает упор на качество по доступной цене, гарантию долгого срока службы, применение экологичных надежных материалов, изготовление по индивидуальному заказу. Петерсон. Идеальная формула вашего сна. Ждем вас по адресу: город Казань, улица Сибирский тракт, 34Л. В Казани будет облачно, пройдет снег. Температура днем минус 3, ночью минус 9 градусов. Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба. Ветер северо-западный около 6 метров в секунду. Влажность 86%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Берегите свое здоровье. Всего доброго.